В мире разгорается паника вокруг очередного вируса-убийцы. Всемирная организация здравоохранения объявила на днях международную чрезвычайную ситуацию. Каждый день списки умерших от коронавируса только увеличивается. Число жертв уже перевалило за 400. Заболевших свыше 10 тысяч. Около 60 миллионов жителей китайского города Ухань и окрестностей попали в карантин. Но вирус вырвался на свободу. Случаи заболевания выявлены уже в Европе, США, в России. Насколько опасен коронавирус, когда закончится эпидемия, и как обезопасить себя? Об этом мы спросили у доктора медицинских наук, вакцинолога и заслуженного деятеля науки России Михаила Костинова. Михаил Петрович, давайте начнем наш разговор с того, что же такое коронавирус, который сейчас всех пугает. Коронавирус – это не новое явление, потому что такой вирус давно он открыт. Просто сейчас, что имеется на сегодняшний день, это новые его разновидности, то есть поменялась его структура генетически, соответственно, он приобретает новые свойства. А поскольку это новый патоген, всегда новые патогены, когда появляются в популяции, они вызывают тяжелые заболевания, вирусные. И, конечно, сейчас это исход этих заболеваний, развитие пневмонии, которые дает тяжелые осложнения, и, конечно, летальные исходы. Почему спрашивается, что так много летальных исходов? Потому что в отличие от бактериальной пневмонии, вирусной пневмонии, они молниеносно развиваются, можно через 1-3 дня. И, конечно, за 1-3 дня можно быть и летальным исходом, потому что те изменения, которые происходят в организме человека, они связаны, то есть вызывают тяжелые осложнения, типа может быть кровотечение, которое может быть и в легких, и в головном мозге, и тогда заканчивая летальным исходом. Почему получается, что это вирус является патогеном. То есть любая вирусная пневмония, она быстрее и тяжелее происходит, чем у обычных пациентов, которые имеют бактериальные инфекции. Соответственно, в короткие сроки невозможно полностью принимать те мероприятия, потому что это молниеносно, и получают летальные исходы. Наверняка сейчас идет какая-то работа по подготовке вакцины от этого вируса. Что здесь нужно знать? Вакцины, в отличие от любых иммуномодуляторов, они формируют иммунитет против конкретного патогена. Соответственно, для того, чтобы предупреждать, нужно вакцину. Вакцина не так быстро разрабатывается, потому что если взять по самым коротким меркам, для того, чтобы применять ее на практике, понадобится минимум где-то 3 месяца. Почему? Потому что где-то 2 недели, 2,5, 3 недели идет испытание на животных. Первая фаза, как видно, на живот, что является безопасно и иммуногенно, изучают на людей. Потому что от мышей до людей, конечно, есть разница, хотя все вроде считается одно и то же по формированию иммунитета. И тогда у людей должна быть первая фаза, это где-то длится минимум месяц, потому что никто не знает, какую дозу этой вакцины нужно ввести, какое строение этой вакцины, сколько доз нужно ввести, и, соответственно, надо испытать на людей, которые это 30, 40, 50 человек. Как уже определять, что они являются безопасностью, потом идет вторая фаза, которые берут одну дозу этой вакцины, одной концентрации, и тогда вакцинируют других. Изучается опять клиническая безопасность, эпидемиологическая безопасность, а дальше еще главное, чтобы она была эффективной, то, что формируется антитела. А будут это антитела готовы для того, чтобы профилактировать? Это очень тяжело. Обычно считается, в среднем пойдет 5-6 месяцев для того, чтобы делать. Хотя не исключать, что может быть быстро за 3 месяца. Но вакцина, получается, это тот препарат, который тебя должен обезопасить, да? Правильно. Значит, вакцина тебя должна обезопасить, потому что вводится в организм видит этот антиген, формируется микрочастицы, называются антитела, которые при попадании вируса этот иммунитет, то есть антитела, нейтрализуют этот дикий вирус. То есть всех нужно вакцинировать? Нет, это не означает, потому что даже если появится вакцина, будет приоритет по вакцинации. Не будет поголовной вакцинации, а будут изучать или известно, кто является группой риска в первую очередь. Допустим, кто будет? Люди старшего возраста, да? Потому что, согласно, как у них в Китае, больше болеет и умирает старшего возраста. Значит, возможно, старший возраст. Возможно, вторая группа будет беременная. Я подразумеваю, может быть. Третья, возможно, будет дети и те, которые имеют хронические заболевания. Это я думаю, что будет поголовная вакцина, потому что есть другие вакцины, допустим, как когда выходит в очаг
природно-очаговой инфекции, типа желтой лихорадки. Не делается те, которые выезжают, вот и делается вакцина. Получается, в группе риска находятся люди пожилого возраста и те, у которых есть какие-то хронические болезни, так ведь? Конечно, потому что хроническое заболевание, она вдвойне снижает иммунитет. У взрослого человека так по себе уже идет особенности формирования вот этой иммунной системы. А если у человека есть хроническое заболевание, любого, не зависит какой, нервной системы, почек, печени, да, еще сердечно-сосудистой, она вдвойне снижает защитные свойства, потому что организм уже борется с основным заболеванием, когда уже другие патогены, он не так реагирует, потому что нет силы. Ну, понятно, как у любого взрослого. Как физическое падает, так и иммунная система падает. Насколько просто или, может быть, сложно заразиться? Ну, заразиться легко, но дело в том, что опять... То есть все-таки заразиться этим вирусом легко, вы говорите? Ну, вот это трудно сказать, потому что если вот все эти данные показывают, что в основном это инфицируются люди, которые из Китая. Здесь, я думаю, мое мнение, я не думаю, что там другие. Почему может быть? Потому что у них совсем климат другой, подходящий. Дальше социум, они живут в скучности. Дальше они живут близко к животным, к птицам. И третий, и последний, питание у них четвертое, тоже есть особенности в питании у таких людей. И последнее, я думаю, что есть еще генетические особенности. Генетические особенности, которые имеется предрасположенность к развитию таких инфекций. Недавно американские ученые опубликовали исследование, в котором говорится, что в 5 раз больше риск заразиться у людей азиатской расы. Что вы думаете по этому поводу? Верите, да, в такую историю? Ну, я думаю, что это ничего нового. Дело в том, что есть макет, который можно моделировать заболевание. И приведя вот эти вспышки, которые было давно соблюдаются последние 15-20 лет у них, если взять его, делать специальную модель математическую, можем получать такие данные. Это ничего. Математика, статистика сейчас очень прекрасна. Статистика развивается и может писать отношения шансов, риска. То есть здесь ничего нового. Я думаю, что можно такое на основании вот модели по развитию за последние 15 лет световирусной инфекции среди данного населения. А почему вот она возникла? Не было же, все было спокойно, все было хорошо. И вдруг... Ну, дело в том, что любой вирус, он имеет цикличность. Цикличность. Любой вирус, любой патоген, как и менингит определенный 5-7 лет, как и коклюш определенный тоже идет, как идет и вот этот корь то же самое, так и здесь вирус. Он имеет цикличность. 5-7 лет он должен появляться новый, как мы ждем, ждем пандемический грипп очередной. Он будет. Вот скажите, насколько опасен вообще этот вирус? Понимаете, дело в том, что даже если бы умирать 2-3 человека, все-таки это опасно. Мы не можем сказать, что ничего особенного, при гриппе убирать большее количество людей и так далее. Ну, когда жизнь человека касается, любое государство пытается восстановить, тормозить. Это есть политика, это есть те люди, которые любят свою нацию, свою народ и так далее, и будут делать все возможное, чтобы это не было. Поэтому не зря его определили, что да, этот вирус может привести опасность для всего человечества. И, конечно, если есть такую позицию, такое уже доказанное, то есть что действительно, то здесь уже принимается, все государства принимают различные мероприятия для того, чтобы тормозить развитие этой инфекции. В России насколько велика вероятность такой эпидемии, да? Ну, как сказать, это, конечно, паники нет, потому что то, что есть единичные случаи вот этой инфекции, конечно, от людей, которые данной национальности, то есть оттуда из Китая. То есть, соответственно, это не есть наши граждане. Может быть, они имеют гражданство российское, но все-таки генотип оттуда, и оттуда он притащили в Россию. Сказать, что опасно, да, можно, как сказать, не так опасно, нет паники, но дело в том, что мы должны все возможное тормозить вот это, завоз его в Россию. Вот это другое. Будет заражаться наши люди, я думаю, что риски сохраняются. Но пока делать все возможное, чтобы тормозить развитие этой инфекции. То есть пока не надо панику, что вот будет. Но мы должны готовы ко всему. Что нужно делать? Есть какие-то элементарные правила для того, чтобы не заразиться? Вы знаете, я бы напомнил здесь, что есть культура здоровья. Каждый человек должен делать ту профилактику, как при любой вирусной инфекции, что мы начинаем с осени до весны. Конечно, личная гигиена, то, что как можно почаще мыть лица, нос, слизистая носа и рта,
не стесняться, маски одеть, которые это тоже красиво и культура. Все стесняются у нас, допустим, носить. Вот такие. Дальше вести нормальный образ жизни. Точно как проветришь помещение, как занимаешься спортом, как ты кушаешь нормально, как побольше на улице находиться, а не сидеть в помещении, что там квасится. Пусть на улице закаляет человек. Ну и, конечно, применение тех же витаминов и так далее. Если хочешь жить дольше, можно потормозить вот эти поездки туда, пока все устаканится. Ну, я думаю, что где-то в ближайшие 1,5-2 месяца все это исчезнет, как исходя из опыта прежних, вот эти, то, что было таких вспышек такой инфекции. То есть вы считаете, что само пройдет все? Не то, что само пройдет. Дело в том, что будет те, которые уже инфицированы, они должны болеть. Дальше новые инфицирования, я думаю, что будет все меньше и меньше. Вот. Поэтому с учетом цикличности вот это размножения вируса, как по опыту предыдущего года, она длится не больше 1,5-2 месяца. Это получается главное сейчас, то есть выявить всех больных и их изолировать. Так? Правильно, это идет, это и есть первоочередной, даже особенно в других странах, где нету такой. Выявить, дальше их оградить, допустим, от того, чтобы исключить, изолировать, чтобы не было трансмиссия вируса, потому что оно есть резервуар этой инфекции. И дальше проводить профилактические мероприятия там, где он был. А как его выявляют? То есть люди же и чихают, и болеют. Вот Но как... дело в том, что как раз сейчас существуют рекомендации, которые есть у нас в России, чем можно лечить, какие препараты, то есть лечить, но не профилактировать дальше. Есть, как должны, что должны делать врачи, когда выявляется. Обычно есть диагностическая система, которая быстро выявляется. Диагностическая система уже есть. Делается диагностика, и если выявляется или сомнительное, значит, они госпитализируются. Даже если сомнительный пациент, все равно их госпитализируют для того, чтобы не прозевать те быстрые моменты, которые происходят в организме, если развивается пневмония. Вы уже сказали, что очаг – это место теплое, где большое скопление людей, которые общаются с животными. Вот, если переносить всю эту историю в нашу страну, например, на север, морозы на вирус, они влияют или нет? Конечно. Вирусы это как топором по голове будут для этих вирусов, потому что он должен быть, понимаете, вот смотрите, аура вируса не любит мороза. Независимо какие вирусы, любой, и грипп они любят, и других вирусов мороза они не любят. Они любят такой температуры, которая нулевая, которая меняется. Вот такое любит. Почему? Потому что они хорошо передвигаются, может транспортировать, то есть от человека к человеку. Второе, в это время возникают еще другие инфекции. И при такой погоде вообще организм страдает. Это влияет и на нервную систему, на другие функции органной системы. И вот тогда получается заболеваемость чаще. А когда морозы, все прекрасно знают, что есть морозы, не будет грипп, не будет другой вирусной инфекции. Соответственно, морозы им не нравятся. То есть Якутии переживать пока не стоит. Мне не надо переживать, не буду выживать. Может быть, здесь где тепло, на юг, может быть, могут заболевать, а те, которые на севере, маловероятно. Ну хорошо, спасибо большое. Пожалуйста.